Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о гибели велосипедиста под колесами КАМАЗа на Оренбургском тракте. Как мужчина оказался на середине оживленной проезжей части. Покажем пожар в спортивной школе. И как сгорели 4 квартиры в Набережных Челнах. Сын у меня бежит, плачет. Как же наш кот, как же наш кот. А также, какой вердикт вынес суд отбывающему пожизненное лишение свободы Ренату Фархудинову за покушение на убийство экс-директора УНИКСа Александра Щербакова. Меня лишили всех прав. Это и не только прямо сейчас. 59-летний велосипедист погиб сегодня днем, попав под КАМАЗ на Оренбургском тракте. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина прямо на своем железном коне пересекал оживленную проезжую часть в непредназначенном для этого месте. И, двигаясь навстречу потоку машин, повернул прямо под грузовик. Записи просмотрела Нафиса Минязова. Прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь велосипедисту, попавшему под КАМАЗ. Им пришлось констатировать смерть 59-летнего мужчины. Пострадавший скончался практически мгновенно. Взбивший его водитель грузовика явно не ожидал появления велосипедиста на своей полосе. Я тут заехал и сразу налево. И прям попал. И прям вот раз. А из-за чего он так непонятно вас не видел? Он же уходит. Я видел его. Вот так. Камера есть, камера. По видео видно, как он идет. Трезвый человек живет, навстречу по встречке идет. Момент наезда был зафиксирован камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, что велосипедист сперва стоит на двойной сплошной полосе. К слову, там нет ни пешеходного перехода, ни островка безопасности. Потом поехал и выехал на встречную полосу и через пару секунд угодил под многотонник. 19 апреля 2021 года водитель автомобиля КАМАЗ, следуя со стороны улицы Танковой, направление Даурской, совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в установленном месте во встречном направлении. От полученной травмы скончался на месте. Степень вины всех участников этого происшествия будет установлена в рамках расследования уголовного дела. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. На улице журналистов дерево упало на припаркованную «Газель». Также из-за сильного ветра на земле оказался столб с проводами. Пострадавших нет. Из-за упавших веток движение на этом участке дороги было затруднено. Чтобы объехать завал на проезжей части, водителям пришлось выезжать на полосу встречного движения. 16 казанских школ досконально проверили накануне вечером сотрудники полиции. На электронные ящики этих учебных заведений поступили анонимные сообщения о том, что в здание заложены бомбы. Сработать взрывные устройства якобы должны были одновременно сегодня, ровно в час дня. Как правило, в это время в школах находится максимальное количество учащихся. Первая смена заканчивает учиться, вторая начинает. Оперативные службы проверили все указанные в письмах школы. Кинологи со служебными собаками осмотрели каждый класс и каждый угол в этих зданиях. Сообщения о минировании не подтвердились. Сообщение о пожаре в школе на улице Адаратского поступило сегодня в 8:45 на номер пожарной охраны 101. К моменту приезда огнеборцев здание полыхало открытым огнем. Принадлежит одноэтажная постройка спортивной школе. Располагается она между двух общеобразовательных. Здание не эксплуатировалось по назначению. В нем шел ремонт. Горели строительные материалы и утеплитель на кровле. В 9 часов утра пожар был потушен на площади 40 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал. Причины происшествия будут выяснять дознаватели. 4 квартиры на 3 этажах сгорели в минувшие выходные в Автограде. Очаг возгорания находился на 4-м этаже, но пламя по балконам быстро перекинулось выше. Со всеми подробностями Вероника Гайнудинова. Сын у меня бежит, плачет. Как же наш кот, как же наш кот. Но сейчас я ему не сказала, что кот умер. Сказали, что он испугался, спрятался в подъезде. Любимец семьи Паньковых погиб при пожаре, задохнулся. Светлана рассказывает, пошла с детьми на прогулку. Погода не позволяла сидеть дома. Вернулись уже на пепелище. Я благодарю Бога, что все вместе в это время, получается, пошли гулять. Просто резко собрались. Как раз, вот, получается, 40 минут нас где-то не было. Но сгорело все, нам сказали, конечно, за 10 минут. О пожаре узнала из сообщений соседей. Надеялась, что их квартира не пострадала. Но уничтожено было все. Что-то огнем, что-то жаром. В сложной ситуации оказалась и Эльвина Хабибрахманова. Ее дети 3 и 7 лет играли на балконе. Когда она увидела за окнами клубы черного дыма, покинули квартиру быстро. Живут на 6-м этаже. На ночь их приютили соседи. Куда идти сейчас, не знают.
Я просто сперва подумала, что, может быть, у Наташи, у моей одноклассницы, мы поживем, а потом думаю, все равно это как бы от людей зависеть, и все равно им причинять какое-то, ну, как сказать, неудобство. У нас еще кот, он спрятался, мы его найти не смогли, потом, когда уже пожарные сюда пришли в квартиру, когда все потушили, они его нашли, он жив был, но плохо дышал. Огонь вспыхнул на 4-м этаже. Там сгорела одна квартира. 1 на 5-м и 2 на 6-м. Частично пострадало жилье и на 7-м. Это шок не просто был. Я говорю, у меня вообще сердечный приступ был. Мне скорую вызывали. Я просто в шоке. Это для меня кошмар. Коммунальные службы осмотрели повреждения коммуникации. Что необходимо, обещают заменить. Мы предложили всем пострадавшим семьям разместить их в съемных квартирах за счет управляющей компании, организовали внеплановый вывоз мусора. Также в будущем мы запланировали очистку и покраску части фасада, которая пострадала при пожаре. А вот установить причину возникновения пожара предстоит дознавателям. Расследование, как правило, занимает 3 дня. Возможно, будет назначена экспертиза по изъятым образцам с места пожара электрооборудования. Круг потерпевших и причиненный материальный ущерб устанавливается. Но по предварительной версии огонь вспыхнул из-за неисправности электрооборудования в квартире на 4-м этаже. Вероника Гайнудинова, Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, Вызов 112. 6 работников Казанского аэропорта подозревают в краже личных вещей пассажиров из багажных отсеков самолетов. Началось все с задержания сотрудниками транспортной полиции 30-летнего казанца. Он попытался вынести с территории аэропорта пакет с похищенными вещами из багажа рейса Казань-Сочи. Позже полицейские установили и остальных подозреваемых. Выяснилось, что работники транспортной организации крали багаж, начиная с минувшего года. Во время обысков служебного помещения и дома у подозреваемых обнаружили ноутбук, мобильный телефон, несколько пар детских кроссовок, алкоголь и парфюм. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам может грозить до 5 лет лишения свободы. Вахитовский районный суд Казани вынес очередной приговор некогда активному участнику группировки «Хади Такташ» Ринату Фархудинову. 19 лет назад его уже приговорили к максимальному сроку лишения свободы, однако спустя годы мужчина признался еще в одном преступлении – покушение в 1999 году на директора «Уникса» Александра Щербакова. Какой вердикт вынес суд пожизненно осужденному, знает Айрат Назипов. Меня лишили всех прав. То есть я пишу ходатайство, да, в суд. А они теряются. Ну как вообще могут моя корреспонденция теряться? На скамье подсудимых, уже приговоренных к пожизненному заключению, 52-летний Ринат Фархудинов. Мужчина по прозвищу Ринтик находится в местах лишения свободы около 20 лет. Он был главой киллеров группировки «Хади Такташ» и в 2002-м был осужден за убийство, бандитизм, незаконный оборот оружия и наркотиков. С тех пор, уверяет, пытается оспорить приговор, но при этом 2 года назад, находясь в колонии особого режима «Черный дельфин», он оформил явку с повинной. Речь идет о преступлении, совершенном еще в прошлом веке. 4 февраля 1999 года подсудимые совместно со своим подельником прибыли к зданию «Уникса» и стали поджидать потерпевшего. Когда мужчина вышел из спорткомплекса и сел на переднее пассажирское сиденье автомобиля, подельник Фархудинова произвел в него не менее 6 выстрелов. После этого злоумышленники скрылись, а директору спорткомплекса была оказана необходимая квалифицированная помощь. Как полагало следствие, убийство директора спорткомплекса заказал неустановленный участник группировки «Тукаевские». Причина банальна – директор не хотел делиться с ним прибылью. Исполнитель преступления, по данным следствия, уже давно скончался, поэтому в деле только один обвиняемый – Ринат Фархудинов. Суд квалифицировал его действия как пособничество в покушении на убийство. Фархудинов в ходе судебного следствия изменил свою позицию и признал свою вину частично в указанном преступлении. Однако совокупность собранных по уголовному делу доказательств достоверно позволяет сделать вывод о причастности и виновности его в указанном преступлении. При этом суд обоснованно не применял положение статьи 78 Уголовного кодекса в части прекращения уголовного дела за истечением сроков давности. Наша позиция была то, что Ринат Накипович оказывал только содействие исполнителю преступления, то есть покушение на потерпевшего. И также наша позиция была в том, что явку с повинной он дал под давлением. В принятии государственного обвинения просил суд дать фигуранту дела 10 лет лишения свободы за это преступление, тогда как сторона защиты просила применить срок давности и освободить подсудимого от наказания. Суд признал Рината Фархудинова виновным и приговорил его к 8 годам и 6 месяцев лишения свободы. Впрочем, образ его жизни не изменится. Он продолжит отбывать пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Сам он намерен изменить положение дел и обжаловать оба приговора.
Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.